Друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Произошла драка, как сообщают, между казахстанцами и чеченцами. Усть-Луги, некоторые утверждают, что она с 25 на 26 была, некоторые говорят с 26 на 27 марта. На территории вахтового городка, строительной площадки в порту Усть-Луга Ленинградской области, на объекте компании строительной, произошел конфликт, и подрались охранники и рабочие, которые там находились. Сразу сообщу, что казахи особо не пострадали, ну, есть задержанные за там порчу имущества и так далее. Но на что я обратил внимание, и вот сегодня мне многие пишут об этом, говорят, и мне лично сообщают об этом, что сразу же начали говорить чеченцы, чеченцы, чеченцы. Причем там не только казахи, кстати говоря, были, там есть еще из других центральноазиатских республик, таких как Узбекистан, например, там граждане из Узбекистана есть. Но начали говорить казахи. И все отлично знают, какие добрососедские, добрые, братские отношения есть между чеченцами и казахами. И мы в последнее время очень часто об этом говорили. И даже приходила мысль в голову, не устроят ли они нам какую-то провокацию, как они, например, пробовали в прошлом году устроить провокацию между чеченцами и азербайджанцами, когда сбили над Грозным самолет, российская ПВО сбила азербайджанский авиалайнер, мы все это знаем, и с расчетом на то, что самолет упадет либо на территории России, либо в Каспийское море. Ну, повезло, что самолет перелетел в Каспийское море, долетел до Актау, до Казахстана, и вот мы тогда узнали, что это все-таки было ПВО, а не чеченцы, потому что сразу информационный такой вброс пошел, что чеченцы там напали, сбили азербайджанский самолет, как будто у гауляйтера, российского гауляйтера Кадырова есть ПВО, чтобы сбивать самолеты. И вот сейчас повторяется такая же ситуация. Вот в связи с этим я вот начал наводить справки сегодня, общаясь с людьми там во время стрима. Мне еще начали писать люди, и мои казахские подписчики, и также в личку мне начали присылать, что там не чеченцы, а дагестанцы были. И еще больше тогда складывается мнение, что скорее всего это была провокация. Потому что такой жесткий наезд на автомобиле произошел, слава богу, серьезно пострадавших нет, как по крайней мере сообщают. Но в любом случае травмы есть, и как говорится, осадок остался. Я пока не знаю, для чего Россия сейчас пытается нас стравить. Видимо, какая-то причина есть. Но мы должны понимать, что может быть это повторится и дальше продолжится. Дело в том, что, как мы знаем, Казахстан сейчас начинает вести очень независимую такую политику, и Казахстан немножко игнорирует фашистскую Россию, в том числе поддерживает Соединенные Штаты. Поэтому это может быть связано с этим и как бы и нас рассорить. Поэтому я призываю всех, не спешите с выводами, друзья, не делайте поспешных выводов. В принципе, не имеет значения, дагестанцы там были или чеченцы. Но вот то, что говорят чеченцы, это как бы вызывает такое вот такое подозрение, что это может быть провокация устроена. Поэтому призываю всех держать себя в руках, не поддаваться на провокации. В любом случае, даже если там все чеченцы, во что я уже не верю, потому что поступает такая разная информация, как говорится, в семье не без урода. Ну и обычно это бытовой конфликт может быть, да, который могут происходить и в Казахстане среди казахстанцев, и среди чеченцев, там в той же Чеченской республике, Ичкерия. Поэтому, ну, всякое может быть. Поэтому, друзья, прошу вас, не поддавайтесь на провокации, будьте очень внимательны, осторожны и знайте, мы, чеченцы, братья казахстанцев, и будем таковыми, потому что наши отцы родились в Казахстане, отцы некоторых уже деды родились в Казахстане, это родина наших отцов. Поэтому с большим уважением к Казахстану, большим уважением ко всем, друзья, пожалуйста, еще раз, не поддавайтесь на провокации и не дайте нас использовать фашистской России и ее пропагандистской машине. Всего самого хорошего. Адиквер Маш Ойль. До свидания.